Ну, по вопросу, да, закона об инагентах. Ну, что можно на этот вопрос, вернее, что можно сказать об этом законопроекте? Ну, на мой взгляд, это вообще, знаете, у нас какая-то началась охота, да, то есть навешивание ярлыков в нашей стране. Вот у меня даже, вы знаете, я даже критически к этому закону так особо критически не отношусь, я очень отношусь критически к постановке вопроса, который ставит руководство страны. Для меня вообще непонятно в стране, где еще вчера президент говорил о том, что когда ему задавали вопрос об инагентах, и он говорил, что таковых в нашей стране нет, что у нас наша интеллигенция в основном вообще парадоксальные ситуации складываются в нашей стране. И он сказал, что та часть, значит, страны, которая представляет, которая работает в международных организациях, это наши непосредственно элита, это наша интеллигенция, это наши ученые, то сегодня вдруг так неожиданно почему-то все эти люди вдруг стали инагентами, или, вернее, может быть, я не знаю, инагентами, или люди, которые инакомыслие у них какое-то возникло. Мне это непонятно, откровенно говоря, и я откровенно очень это не приветствую. И вообще, я еще раз повторюсь, у меня вопросы к руководству страны. Если вообще-то данные организации, которые работали, значит, иностранные организации, которые работали на территории нашей страны, стесняюсь просто спросить, а аккредитацию им кто давал? А открывал данные организации, разрешал открывать данные организации, кто это делал? Не Министерство иностранных дел? Конечно же, Министерство иностранных дел. А служба государственной безопасности разве данный вопрос это не регулировала? Конечно, регулировала. И сегодня для меня очень удивительно, когда зампредседателя СГБ вдруг называют какие-то фамилии, какие-то суммы. Это вообще выглядит смешно. А что же вы делали тогда вы на своем рабочем месте? Что же вы делали? Более того, я хочу еще сказать один вопрос. А сам Аслан Бжани каким ведомством руководил на протяжении 4 лет? Не службой государственной безопасности, а разве в его функциональные обязанности не входило следить за тем, какие иностранные организации открываются на территории Абхазии и что они наносят вред нашей стране? Разве это в его функционал не входило? Что-то на тот момент я не помню, чтобы он так это рьяно выступал. А сейчас он людей, которые, правда, являются учеными, интеллигентами, учителями, он их назначает инагентами, навешивает ярлыков им. Я просто, знаете, из уст министра иностранных дел прозвучала такая фраза: идет промывка мозгов нашей молодежи. Я просто у него хочу спросить, а где ему промыли мозги? Что вчера эти люди, те, которые он так это были еще друзьями, а сегодня стали вдруг в какой-то степени людьми неугодными этой власти. Пусть он последит за тем, как ему промылись мозги. Вот что я хотела бы еще сказать. Но не знаете, как вот и вообще, ну мы же, я не знаю, себя считаем таким правовым государством, государством, которое работает по законам или там. Тогда я хочу сказать, если вас не устраивают эти все международные организации, открытые на территории Абхазии, кто им не дает возможности закрыть все эти международные организации, отозвать лицензии этих международных организаций? А в чем проблема? Это, знаете, тот самый случай, когда ищут виноватых где-то на стороне, но ни в коем случае не видят их в самих себе. Вот это, я это вижу вот таким образом. И еще бы я хотела просто сказать, очень неблагодарное дело своих граждан Абхазии делать виноватыми. Только потому, что вдруг надо, у них есть некие обязательства в принятии данного законопроекта. Я как-то раз уже говорила, что законопроект об инагентах – это один из 46 вопросов по синхронизации, гармонизации законодательства. И вот 46-й как раз-таки вопрос – это законопроект об инагентах. И когда вы
я считаю, руководство нашей страны брало на себя обязательство, оно должно было понимать, кого оно будет назначать инагентами, кого оно будет делать врагами собственного народа или врагами собственной страны. Я думаю, что просчитались в этом случае. И мне кажется, что парламент проявит в этом смысле мудрость, и данный законопроект не будет принят. Это вот мое вот такое четкое убеждение. Что бы я еще хотела сказать, что вообще наше руководство, и обращаюсь еще, вот поговорим о руководстве нашей страны, хочу сказать, что оно выглядит очень неблагодарным по отношению к людям, которые работают в этих международных организациях. Когда Аслан Георгиевич баллотировался и шел в президенты, как раз-таки вот все международные организации его и поддержали, а многие из них были в его инициативной группе. Он выглядит совершенно как человек, не помнящий, знаете, добра. Но, знаете, он добился своего, и теперь он начинает уже даже злоупотреблять тем, что люди, которые помогли ему стать президентом, сегодня они оказались ему ненужными. Я бы таких ошибок ему не советовала бы делать. Потому что именно люди, которые работают в международных организациях, это такая самая представительная наша часть, наше гражданское общество и наша молодежь, которая даже в этих организациях участвует. Я хочу сказать, что это очень патриотичные, такие национально ориентированные люди. Вот и все. И это не может быть пороком. Понимаете, когда у тебя есть чувство национальной такой самоидентичности, быть патриотом своей страны, в этом ничего плохого я не вижу. Вот это вот такое мое мнение.